Мокрый снег, отрицательные температуры, гололед. Как следствие, увеличение количества аварий на дорогах. Каждый год в это время причины происшествий одни и те же. Это нарушение скоростного режима, дистанции и, конечно, несвоевременная смена резины с летней на зимнюю. За 15 дней октября только в Якутске и в ее пригородах зарегистрировано около 200 автослучаев. Из них с пострадавшими 14, и в них 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Есть и дети-пассажиры. Передвигаться в эти дни стало сложно как автомобилям, так и пешеходам. Чтобы преодолеть небольшой промежуток тротуара, нужно очень постараться. После выпавших обильных осадков тротуары покрылись слоем снега. Нужно быть предельно внимательными и осторожными, ведь под ним может оказаться наледь. В такое время необходимо придерживаться определенных правил безопасности. Во-первых, никуда не торопиться и идти маленькими шажками. Лучше выйти из дома пораньше. Во-вторых, подобрать обувь на низком каблуке с рельефной подошвой. Также не держать руки в карманах. При нарушении равновесия следует постараться присесть. Этот прием увеличит шансы удержаться на ногах. А в случае падения необходимо сгруппироваться и попробовать мягко упасть. Нельзя падать на прямые вытянутые руки или на спину. Мы опросили жителей Якутска и узнали, какими способами при гололеде пользуются горожане. У меня вон шипы вот такие. Вон. Помогает? Помогает, ага. Шипы помогают. Я не поднимаю ноги, единственное, надо не поднимать и не торопиться. Если будешь торопиться, вот ноги вот так вот, тогда нормально получается. А если поднимешь ногу, скользанешь и все, и полетел. У нас дождь. Ну а тем временем в Вилюйской группе районов в конце октября проливной дождь. Такое явление удивило жителей. В сети распространились видео с разных районов о необычных в такое время природных явлениях. Циклон очень глубокий, с большим запасом тепла, поэтому на западе территории вчера температура воздуха была на большей части плюс 4,8. В тыловой части этого циклона хороший ветер. Значит, в Жиганском и в Мельнинском районе скорость ветра достигала 20-27 метров в секунду. За потеплением всегда бывает похолодание. Поэтому к концу месяца текущей недели ожидается понижение температуры до нормы. Минус 18-23 градусов. Дневная температура 10-12. Синоптики сообщают, в начале месяца будет холодно, а после снова наступят теплые дни. Светлана Амусова, Джалус Накентьев, Павел Пахомов, Якутск.